На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Коротко о главных событиях. 11 декабря Ингургэс впервые остановлен. Из-за критически низкого уровня воды сработала автоматика. Беслана Барателя вновь избрали председателем Нацбанка Абхазии. В окончательном чтении приняли поправки в закон о гражданстве, а в первом бюджеты 6 внебюджетных фондов. Репортаж с очередного заседания сессии парламента. Наглядное пособие, телефильм Абаза ТВ «Кадор» из цикла «Реки Абхазии» презентовали на географическом факультете АГУ. 11 декабря впервые за много лет остановлена работа Ингургэс. Из-за критически низкого уровня воды сработала автоматика, и работа Ингургэс остановилась, сообщили журналистам в РУП «Черноморэнерго». И в этот же день Черноморэнерго опубликовал новый график подачи электроэнергии, который вы сейчас видите на своих экранах. Ранее станция выдавала мощность до 160 мегаватт в час. В связи с техническими изменениями текущая максимальная мощность составляет 90 мегаватт в час. Ночной график с 21:00 до 7:00 остается без изменений. 11 декабря из средств республиканского бюджета переведено 15 миллионов рублей за коммерческий переток, сообщил исполняющий обязанности вице-премьера, министр финансов Владимир Делба на встрече с исполняющим обязанности президента Бадрой Гунба. 10 декабря из средств республиканского бюджета на переток было переведено 10 миллионов рублей. Выключите свой майнинг сами, иначе нам придется отключать целые фидеры. С таким обращением к населению выступили энергетики в ходе совещания в Черноморэнерго. По данным ведомства, больше всего майнят в Сухуме, на втором месте Гудаутский район, на третьем Гагарский. Всего на майнинг в республике тратится почти половина от всего электричества, которое сегодня может давать Абхазии Ингургэс. Из-за превышения объема потребления в 12:20 произошло аварийное отключение Ингургэс, и с 12 декабря график включения электричества станет еще более жестким. Остановка работы каскада Ингургэс из-за критического малого уровня воды и очень маленького притока. Значит, в том графике, в котором мы подавали в дневное время с 7 утра до 9 вечера. Дальше технически не представляется возможным. Из-за этого был разработан и представлен. Сегодня в СМИ уже опубликован новый график, по которому мы будем подавать электроэнергию. Ситуация действительно сложилась критической, несмотря на все наши обращения к нашим абонентам, к населению. Практически ежедневно выявляется работа майнинга. Еще раз говорю, 40 мегаватт нагрузки сегодня существует реальной, которая потребляет майнинг фирмы на территории Абхазии, что составляет расход порядка 1 миллиона киловатт-часов в сутки. Это при том, что мы со стороны Ингургэса получаем всего на сегодняшний день 2 миллиона 100 тысяч киловатт-часов. Нам позволяет сегодня ситуация получать генерации со стороны Ингургэса. Ночной переток, еще раз говорю, с 9 до 7 утра он оплачен, он будет, люди будут получать ночью электроэнергию, но днем у нас сложился большой дефицит. Уровень воды критически все население знает. Приток очень низкий. Последние 10 лет, может, такого притока не было в это время. 35 кубов в секунду. И поэтому нам поставили условие, что выработка не может превышать 2 миллиона 100 киловатт-часов в сутки. И в связи с этим уставки поставили на нашей линии электропередач. То есть, если мы превысим 95 мегаватт суммарной выработки на каскаде Ингургэс, то линия отключится и генераторы остановятся, что и произошло сегодня. Ситуация может улучшиться, если уровень поднимется, пойдут дожди, только в этом случае. А другого момента или дополнительно нужно будет
изыскивать средства и дополнительно закупать электроэнергию вот, в Российской Федерации. Работа майнинга выявлена практически во всех районах. Суммарная мощность, которая составила 45 мегаватт. В каждом районе, на каждом фидере мы зафиксировали аномальные нагрузки, специальная методология, которая нам позволила выявить объем потребления самого майнинга. В Арчельском районе этот объем составил 3,2 мегаватта. В Кулрыбском районе это составило 1,9 мегаватт. Сухум, город Сухум и район Сухумский 12,5 мегаватт. 12,5 мегаватт это огромная цифра. Гагарские показатели у нас составляют 7,5 мегаватт. Гудаутские показатели у нас составляют 9,1 мегаватт. А чимчирские показатели у нас 5,6 мегаватт. Общее потребление республики составляет 2,6 миллиарда киловатт-часов. Это усредненные расчеты такие. Да? Выработка Ингургес в нашу сторону позволяет принять мощность 1,8 миллиардов киловатт-часов. Наш дефицит 700-750 миллионов киловатт-часов в годовом разрезе. Деятельность майнинга из расчета с учетом потери и установленной мощности, которую мы определили, составляет 1 миллиард 680 миллионов киловатт-часов. Финансы, если это переводить, средние необходимые средства за общий дефицит это 3 миллиарда рублей. А объем потребления майнинга в финансах это 2 миллиарда 452 миллиона рубля. То есть естественный дефицит у нас составляет около 150 миллионов киловатт-часов всего, что составляет около 600 миллионов рублей, если исключить деятельность майнинга. Дальше, даже не углубляясь, только укрупненные подсчеты показывают, что катастрофический ущерб наносит энергосистеме аномалия, с которой мы боремся и никак не можем ее закончить. Люди уже должны, наверное, сами осознать эту проблему и как-то прийти к решению этой ситуации. Я уже не знаю, наверное, примем такой подход, что те фидера, которые у нас зафиксированы, где занимаются майнингом, да, в каждом районе мы будем ограничивать даже в тот период времени, когда будет электричество. Другого выхода у нас нет. Мы не можем 1 миллион киловатт-часов отдавать майнингу, когда у нас всего выработка дневная Ингургеса 2 миллиона киловатт-часов. Сложность в том, что фидер ареал большой, огромный, территориально дистанции фидеров составляют 10-20 километров. На этих отрезках чисто физически очень сложно осуществлять такие масштабные обходы. И основная проблема в том, что мы занимаемся облетом линий, да, осмотром линий сторонних присоединений, а с отдельных стоящих трансформаторов очень легко выявить при таком режиме, при облете. У нас проблема заключается в том, что вся борьба, которая была направлена на майнинг, она была направлена именно на отдельно стоящие фермы вне жилых помещений. Когда усилили давление на эти фермы, они растащили по домам. Внутрь жилого помещения, чтобы попал сотрудник и осуществил свои мероприятия, необходимо судебное решение. У силовиков есть такое ограничение юридическое. То есть без судебного решения можно получить в случае особо тяжких или тяжких ситуациях. И это долгая история, чтобы обратиться в суд и так далее. Я надеюсь, сейчас проработает механизм, чтобы этот момент можно было исключить, исходя из текущей обстановки, и имели возможность без никаких судебных решений иметь возможность зайти, изъять и уничтожить это оборудование. Практически локации выявлять есть возможность. Теперь надо найти механизм, чтобы их изъять и уничтожить. И этот механизм нам предоставят. Я думаю, что уже даже в такой ситуации на это смотреть не будем. Будем заходить, собирать, пусть суд подают и так далее. Пока ситуация очень сложная, крайне сложная.
нарушена работа практически всех предприятий в республике. Вот. Но наряду с этим стоит все-таки борьба с майнингом должна быть усилена, должна быть остановлена. Я знаю, что вы в плотном взаимодействии с силовыми органами сегодня работаете. Эту работу надо продолжать. Не то, что продолжать, надо ее усиливать кратно. Потому что люди, которые, видя, в какой ситуации мы сегодня находимся, не остановили свою деятельность, они ее не остановят уже вообще. Пока мы к ним не постучимся, не придем, не изымем. 230 миллионов из республиканского бюджета направлено на выплату зарплат, доложил исполняющий обязанности министра финансов Владимир Делба и у президента Абхазии Бадри Гунба. Зарплаты уже получили служащие Минобороны и правоохранительных органов, сотрудники Министерства по налогам и сборам, миграционной службы, ГТК и других фискальных органов. Делба уточнил, что сегодня открыто финансирование на 81 миллион рублей на зарплаты работникам здравоохранения, образования и культуры республиканского уровня. Сотрудникам районных учреждений зарплаты профинансируют местные бюджеты. При необходимости районам окажут помощь из республиканского бюджета. Его премьер-министра Валерий Бганба встретился с председателем Государственного фонда социального страхования и охраны труда Бакуром Беби. Беби отметил, что Фонд социального страхования и охраны труда проводит ежедневную работу по выплате населению пособий по государственному социальному страхованию. Фонд за последние 2 года трижды выступал перед правительством с инициативой о повышении пособий. За это время пособия по рождению ребенка для работающих и неработающих родителей по уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 лет увеличились в 2 и более раза и составили соответственно 27, 22 и 7 тысяч рублей. Пособие по уходу за ребенком выплачивается ежемесячно и на каждого ребенка в семье до достижения возраста 1,5 лет, проинформировал председатель фонда. Беби отметил, что для фонда нет важнее задачи, чем материальная поддержка людей. По его словам, это особенно важно в период инфляционных процессов растущей стоимости жизни. Валерий Бганба поблагодарил Бакура Беби за проводимую работу фонда. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Эдуард Будба доложил и о премьер-министра Абхазии Валерию Бганба о работе медицинских учреждений страны в связи с ситуацией с энергообеспечением. Он отметил, что в крупных лечебных учреждениях работают генераторы. Будба подчеркнул, что в распоряжении Минздрава есть передвижной дизельный генератор, который может при необходимости обеспечить электроэнергией любое медучреждение. На встрече была отмечена важность продолжения финансирования лечения граждан как в медучреждениях страны, так и в Российской Федерации. Беслана Барателя вновь избрали председателем Нацбанка Абхазии в ходе очередного заседания сессии парламента. В окончательном чтении приняли поправки в закон о гражданстве, а в первом – бюджеты 6 внебюджетных фондов. Еще на год перенесли внедрение электронной системы записи судебных заседаний. Тему продолжит Марианна Котова. На заседании сессии парламента Абхазии были приняты в первом чтении бюджеты 6 внебюджетных фондов на 2025 год. Бюджет фонда медицинского страхования составит 90,5 миллионов. Парламент разрешил фонду потратить на 10 миллионов рублей больше на расходы, связанные с лечением онкологических больных в будущем году. Есть возможность, поэтому у нас там, понимаете, увеличение онкобольных, а денег по бюджету, который предусматривается, он недостаточен. И у нас будут оставаться очень многие, которые не будут обеспечены. А эти 10 миллионов решат эту проблему? Да, это решат, потому что на 4 миллиона обеспечили, с резерва все мы уже обеспечили, еще остаются, и потом надо еще резерв сделать, потому что у нас январь, вы знаете, что очень плохо поступает, потому что очень много выходных и прочее, и это только начало года, и поэтому я думаю, что это очень нужное просто для народа. Бюджет фонда социального страхования составит 232,5 миллиона. У фонда большие планы в связи с тем, что собираемость платежей увеличивается. Мы выполнили все заявки наших страхователей, выплатили по тем повышенным тарифам, которые мы заявляли в прошлом и позапрошлом году. Также мы хотим на 2025 год с учетом повышения минимальной оклада заработного труда, соответственно, у нас повысились поступления.
И также мы по некоторым категориям будем повышать. Ну, сегодняшняя ситуация, конечно, непростая. Там дальше будет видно, посмотрим. Мы сделаем все от нас. Мы понимаем, какую нагрузку будет нести наш фонд. Мы сделаем все для того, чтобы граждане почувствовали заботу государства о них. Развернулись споры вокруг фонда ветеранов-инвалидов. Их долг по медикаментам переходит в каждый бюджет следующего года. Этот не исключение. По словам заместителя председателя фонда Ади Цицушба, это связано с постоянным увеличением стоимости медикаментов. Мы ежегодно входим в Новый год с остаточным долгом 20 миллионов и в новом году, естественно, покрываем. Но сегодня ситуация складывается так, как очень маленькие поступления в фонд и немножечко увеличилась сумма долга. Плюс рост цен на медикаменты усложняет ситуацию. Ввиду этого как-то сложно стало. И мы провели аналогию, почему еще у нас такая проблема. Когда нам по статье на какие-то средства не хватает, мы заимствуем. Сегодня мы и поработаем с профильным комитетом по увеличению по статейного, не выходя за рамки бюджета в других статьях, для того, чтобы мы в полном объеме работали по выплате долгов с Абхазформацией. По словам депутата Леонида Лакербая, чтобы оптимизировать расходы фонда, необходимо навести порядок с процессом выдачи медикаментов и их учетом. Но нам надо начать с другого. При всем моем уважении к нашим инвалидам, там ситуация катастрофическая. Вал растет и растет, они это не говорят вам, потому что идут... Ну вот тут та проверка, которая была по поликлиникам нашим Абхазии. Вы посмотрите, что там творится. Я еще раз говорю, одни и те же люди, допустим, если полагается там 5 препаратов, да, в месяц, он может взять 10 и 15. В поликлиниках ему просто так выписывают, потому что никто не хочет спорить с инвалидом. Он приходит с этим делом, берет, и начинаются те проблемы, которые начинаются. Бюджет пенсионного фонда по доходам и расходам составит почти 1 миллиард 883 миллиона рублей. По словам главы пенсионного фонда, количество получателей только абхазской пенсии постоянно растет. И чтобы иметь возможность не только выплачивать ее, но и повышать пособие из собственных средств, нужно увеличение собираемости платежей в фонд. А это зависит от стабильности и величины зарплат. Дополнительная потребность на следующий год у нас будет 250 миллионов рублей. Если вы в курсе, тоже пенсионный фонд представлял в Кабинет министров повышение, в принципе, со следующего года планировали. Да, мы представляем расчет. В принципе, нагрузка на ваш фонд, какая сумма получается с учетом новых обязательств? Но с учетом новых обязательств это около 180 миллионов рублей плюс к этой сумме. Но мы это должны, грубо говоря, рассчитать, итоги подвести этого года и уже от этих цифр отталкиваться. Но мы будем надеяться на то, что эта история у нас получится в следующем году, да? Но я вам не могу сказать однозначно. Нет, с учетом надеяться, надеяться мы на это слово пенсионный фонд. Проект постановления есть? Не проект постановления. У нас есть расчеты, мы представляли. Да, естественно. Вот. И мы будем работать над этим вопросом, учитывая обязательства, что у нас ежемесячно они растут. На сегодняшний день около 136 миллионов потребность в месяц. И с учетом экономической ситуации в республике, это на нас очень сильно влияет. Это как барометр по поступлению страховых взносов. Однозначно ответить «да» сказать я не могу на сегодняшний день, потому что эти... Но в этом направлении будет вестись очень плотная работа, да? Естественно, да. Депутаты приняли во втором и окончательном чтении проект закона о внесении изменений в закон Республики Абхазия о гражданстве. Законопроект устанавливает дополнительные условия по процедуре приема в гражданство Республики Абхазия в общем и упрощенном порядке и восстановления в гражданстве. Законопроект был инициирован депутатом Дмитрием Маршани. Он рассказал, что в документе расширено понятие государственного реестра. Мы расширили понятие государственного реестра. Значит, по проекту предусматривается создание государственного реестра, где будут данные всех, значит, граждан, принятых в гражданство Республики Абхазия. Мы знаем, постоянно у нас возникают вопросы, кто-то называет там 3000 человек гражданства приняли, кто-то больше, кто-то меньше, никаких данных. Могу сказать, я как депутат обращался много раз ко всем, значит, уполномоченным лицам, которые занимаются, просил, значит, данные о тех людях, которые были приняты в гражданство, я этих данных получить не смог. И, значит, введение этого реестра, он позволяет
значит, иметь данные, иметь основания, по которым те или иные лица были приняты в гражданство, и это снимет много вопросов. Когда у нас будет, значит, этот реестр, где будут данные о тех людях, которые получили гражданство, это снимет многие вопросы. Также всем вступившим в гражданство необходимо будет принести присягу гражданина на абхазском языке. Также депутаты в первом чтении приняли законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс. Предлагаемые изменения, по мнению автора законопроекта Беслана Халваш, обусловлены необходимостью повышения профессионализма и уровня квалификации работников по профессиям и специальностям, содержащимся в едином тарифно-квалификационном справочнике работ и рабочих профессий. Необходимость внесения в Трудовой кодекс и разработка нового единого тарифного квалификационного справочника обусловлен тем, что мы при принятии даже сегодняшнего бюджета, который мы получаем, республиканский бюджет, при начислении заработных плат, должностных окладов, каждое министерство и ведомство, вроде бы они являются всеми органами госуправления, да, вроде бы все находятся на одном уровне, но на практике после отмены закона о должностном соответствии получается, что разные ведомства получают разные должностные оклады, разную заработную плату, да, определенные надбавки, что вызывает возмущение тех сотрудников органов госучреждений, которые, да, вот под такую, значит, да, вот нету справедливой системы. Также депутаты приняли решение отодвинуть на год внедрение системы фиксации судебного заседания с помощью аудио и видео протоколирования электронных документов. Она будет введена с 1 января 2026 года. Еще депутаты приняли бюджетную смету аппарата уполномоченного по правам человека на 2025 год. Ее утвердили в размере 9 миллионов 905 тысяч рублей. А смета расходов Нацбанка в 2025 году составит 469 миллионов 617 тысяч рублей. Председателем Нацбанка вновь избрали Беслана Барателя. Марьяна Котова, Инна Лагухава, Абаза ТВ. 22 вопроса основной повестки дня и 7 вопросов дополнительной повестки рассмотрят 12 декабря министры на очередном заседании правительства Абхазии. В их числе о внесении изменений в закон республики о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год, об утверждении положения о лицензировании деятельности по производству электроэнергии, о признании утратившими силу некоторых актов Кабинета министров, об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих вопросы установления, открытия, функционирования и закрытия пунктов пропуска через государственную границу, об использовании средств резервного фонда Кабинета министров и другие. С целью обсуждения вопросов по конституционной реформе 10 декабря состоялось очередное расширенное заседание Комиссии Общественной палаты по государственному строительству, местному самоуправлению и организации общественного диалога. В нем приняли участие депутаты Народного собрания парламента Дауд Хутаба, Дмитрий Маршан, судья Верховного суда Республики Эсма Курсая, судья арбитражного суда Кама Джинджоля, председатель Центральной избирательной комиссии Дмитрий Маршан, юристы Лаура Авицба и Олег Паскери. Даур Ковя назначен представителем Международного альянса стратегических проектов БРИКС в Абхазии. Работа альянса направлена на всестороннее экономическое, социальное и культурное развитие стран-участниц БРИКС по таким направлениям, как культура, искусство, наука и технологии, образование и спорт. Большое внимание уделяется укреплению сотрудничества между гражданскими обществами стран БРИКС и деятельности НКО. До 1000 тонн мандаринов ввозится в Россию из Абхазии за сутки. Ежедневно таможенный контроль проходит до 200 грузовых транспортных средств сельхозпродукции из Абхазии. С начала октября текущего года поставлено 16 тысяч тонн плодов, что на 60% превышает показатели прошлого года – 10 тысяч. Кроме цитрусовых, предприниматели ввозят фейхоа – 725 тонн, хурму – 210 тонн, апельсины – 22 тонны, лимоны – 165 тонн, орех – 245 тонн. Всего 17,5 тысяч тонн сельхозпродукции. Такие данные предоставила Абстенпресс пресс-служба Южного таможенного управления России. Госкомсвязь Абхазии объявляет конкурс на создание и внедрение единой системы межведомственной и внутриведомственного обмена электронными документами для нужд правительства. Решение о создании системы было принято постановлением правительства 18 июля 2024 года.
Люди и даты. 11 декабря 1937 года родился государственный общественный деятель, член Общественной палаты Абхазии, кавалер ордена Акзапша первой степени Сократ Джинджолия. В 1992 году он стал заместителем председателя Верховного Совета Абхазии, а в 1993 был назначен премьер-министром и министром иностранных дел Абхазии. Сократ Джинджолия возглавлял абхазскую делегацию на грузино-абхазских переговорах, был спикером Народного собрания парламента республики 2 созывов. В нашей программе после выпуска новостей смотрите проект «Биографический салон» из архива Абаза ТВ. Гость в студии Сократ Рачевич Джинджолия. Фильм телекомпании Абаза ТВ «Кадор» из цикла «Реки Абхазии» презентовали в Абхазском государственном университете для студентов географического факультета. Журналисты нашей телекомпании рассказали будущим географам и специалистам в сфере туризма о проекте и обсудили после показа кино. Репортаж Элеоноры Гилаян. Фильм «Кадор» – 8-й, завершающий в цикле «Реки Абхазии». Это проект Абаза ТВ, в ходе которого журналисты телекомпании подготовили 8 фильмов о реках страны. Будущим географам уже показывали первый фильм из цикла про Гумисту. На этот раз студенты и преподаватели смотрели «Кадор». Мы узнали много исторических аспектов, которые мы так глубоко не изучаем, да? И туристы сразу можно сориентироваться, какой вид туризма здесь можно организовать, да? Историко-приключенческий или какой, да, какой потенциал есть у этого Кадорского ущелья. Наша практика, правда, мы в этой локации не участвуем, и было очень интересно. Студенты задавали вопросы в основном о съемочном процессе. Молодые люди, которые учатся на специалистов в сфере туризма, смотрели фильм с интересом, так как в нем отдельно рассказано о туристическом потенциале Кадорского ущелья. Кадор является очень таким живописным и очень таким ярким таким рекой в нашей стране. И то, что есть другая часть восточная в нашей Абхазии, которая уникальная, и очень многое предстоит еще узнать, и очень многое я узнала с фильма. И было очень интересно наблюдать за вот этим проектом, который вы подготовили. Это на самом деле что-то прям такое новое и интересное, и как будто погрузилась в новый такой мир. Многие признавались, что практически все научные подробности о реке им уже были известны благодаря университету, но возможность посмотреть, как выглядит все, о чем читают в учебниках и слушают на лекциях, студентам понравилось. Фильм был очень интересный, замечательный. Про Кадорское ущелье мы, конечно же, проходили эту тему по геологии, геоморфологии. Тема очень интересная, фильм был очень интересный, замечательный. Очень наглядно показывались река Кадор, Скурча и вот дельта этой реки, места, которые к ней прилегают. Очень-очень красивый фильм, очень познавательный, интересный для ребят, которые только начинают, наверное, вот первокурсники. И мне кажется, мы когда учили вот эти темы, если бы мы прям наглядно также смотрели фильмы, было бы вообще замечательно. Что я узнала нового? Наверное, вот больше исторических фактов о реке. Наверное, мы больше в контексте географии это изучаем, а вот про исторические факты я много чего не знала. Фильм очень интересный, замечательный. Большое вам спасибо. Спасибо. Географический факультет АГУ готов и в будущем проводить подобные факультативные встречи для своих студентов, на которых будут показаны фильмы из цикла «Реки Абхазии». Элеонора Гилаян, Валерий Квиквискери, Абаза ТВ. В Абхазском государственном университете отметили 210-летие Михаила Юрьевича Лермонтова. Этот вечер памяти стал настоящим праздником литературы, где каждый студент филологического факультета проявил свои таланты. Подробнее в материале Алисы Адлиба. 210-летие поэта Михаила Юрьевича Лермонтова с размахом отметили в Абхазском государственном университете. Вечер памяти отличился тем, что каждый студент филологического факультета так или иначе был задействован в мероприятии. Атмосфера была наполнена творчеством. Чтецы, танцоры и многие другие дарили зрителям незабываемые впечатления. Стоял, просящий подаяние, бедняк иссохший, чуть живой, от глада, жажды и страдания. Куска лишь хлеба он просил, и взор являл живую муку. И кто-то камень положил в его протянутую руку. Так я просил твоей любви, с слезами горькими, с тоскою, так чувства нежные мои.
Участники мероприятия делились интересными фактами из жизни поэта не только устно, но и через увлекательный фильм о его жизни, который проецировался на экран. А чтобы дополнить эту атмосферу, звучал традиционный адыгский дворянский танец, хорошо знакомый Лермонтову по его путешествиям. Мы начали вот в начале, практически вот в середине сентября готовиться. Мы планировали вот как раз, наверное, к концу октября, к началу ноября представить этот вечер. Но так получилось, что пришлось откладывать, что-то там переделывать немного. Вот, слава богу, вот мы сегодня, у нас было электричество, и мы, можно сказать так, в полном объеме сегодня смогли провести его, потому что были использованы кадры из фильма Лермонтов, замечательного фильма. Идея, конечно же, скажем так, традиционно классическая, потому что юбилей Лермонтова, 210-летие. Мы на кафедре всегда отмечаем юбилей, несмотря на какие-либо, может быть, сложности, какая-то, может быть, ситуация неблагоприятная. Но, тем не менее, такого рода мероприятия, они сплачивают студентов, преподавателей со студентами. И, конечно же, я считаю, что это благо для нашего факультета и для нашего университета. Но это еще не все. Студенты зачитали стихи великого поэта на нескольких языках – русском и абхазском, а также на турецком, немецком, арабском и английском. Это подчеркивало многообразие культуры и языков, которые были частью жизни и творчества Михаила Лермонтова. Stunden der Entmutigung, wenn's gar zu trübe geht, gibt Trost mir und Ermutigung, ein wundersüßes Gebet. Sein heiliges Wort so voll von Leben tönt. Es füllt mein Herz sich ruhevoll, beseligt und versöhnt. The minute of the life is hard, and whether heart is sad. The prayer marvelous by heart I constantly have read. There is a fertile force within, the concord of life words. The sacred charm is breathing in, not clear in the plots. الشراع يلوح في الأفق شراع أبيض بعيد في ضباب البحر الأزرق عما يبحث في بلد بعيد عما خلف من وطنهم. Bembeyaz bir yelken yalnızca denizin mavi sisinde. Ne arıyor uzak diyarlarda? Neyi arıyor yurdunda? Dalgalar oynar, rüzgar ıslık çalar. Вечер памяти Лермонтова прошел в теплой атмосфере, и каждый выход на сцену сопровождался бурными аплодисментами. В каждом стихотворении, в каждом танце ощущалось уважение и любовь к этому гениальному поэту. Алиса Адлиба, Сандро Аблотия, Абаза ТВ. Первый гала-концерт российско-абхазской дружбы прошел вечером 11 декабря в Абхазской госфилармонии. Он посвящен 15-летию представительства Россотрудничества в Абхазии. В концерте приняли участие известные творческие коллективы двух стран. В программе государственный детский хореографический ансамбль «Абаза», ансамбль русской песни «Бабкины внуки», заслуженная артистка Абхазии и Южной Осетии Хибла Мукба, государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии имени Царгуш, специальный гость, солист группы «Братья Гримм» Константин Гримм. Вход на концерт свободный. Хибла Герзмава стала наставницей в телешоу «Голос». Известная оперная певица, народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава впервые займет красное кресло наставницы в популярном музыкальном шоу «Голос» на Первом канале. В новом 13-м сезоне, который выйдет на экраны в 2025 году, помимо оперной дивы, зрителей ждет встреча с уже полюбившимися наставниками – певицей Полиной Гагариной, рэпером Бастой и музыкантом Антоном Беляевым.
184 особи. Рекордное количество безнадзорных животных было бесплатно простерилизовано в рамках совместной акции благотворительной организации «Добрый город» и администрации Сухума. На протяжении 2 дней квалифицированные абхазские ветеринары Аляс Смыр и Евгения Клокова оперировали бездомных собак и кошек. Волонтеры отметили, стерилизация – единственный гуманный способ сократить популяцию безнадзорных животных в столице. Об акции Анастасия Никонова. Очередь на бесплатную стерилизацию собак выстроилась с раннего утра. В основном здесь хозяева и волонтеры, которые подобрали своих собак на улицах Сухума. Например, Ирина Тимощук привезла 2 из 4 взятых с улицы собак. Это Джек. Ему около 4 лет. Вот, очень хороший, добрый пес. Когда по соседству гуляют сучки, они убегают, и их там нету дома, не приходят. И, понимаете, забор для них не преграда, они перепрыгивают его. Вот у нас 2, вот там еще 1 пес. У нас у самих 4 собаки. Мы не планировали заводить столько собак, просто они сами приходят, и приходится их оставлять. Для народа это очень хорошо. Люди правильно делают, что приходят. Вы посмотрите, сколько животных. Просто на улицах, что творится у помойках, же люди выкидывают несчастных котят, щенят к помойкам, и они потом там голодные, холодные ходят. Джой, в семье Беляевых тоже появился случайно. Собака охотничьей породы с купированным хвостом, вся израненная, просто прибилась к дому. Решение вести ветклинику приняли незамедлительно, и пока шла реабилитация животного, было принято решение оставить собаку себе. Он пришел к нам, у него была перебита вена или артерия, не помню, что-то было. Ну, короче, он истекал кровью, его пришлось нам везти в ветеринарную, чтобы спасти собаку. Кто-то из любителей собак нам сказал, что будет проводиться данная акция. Ну и надеемся вот на то, что он все-таки остепенится, и 1, и 2. На протяжении 2 дней квалифицированные абхазские ветеринарные врачи Аляс Смыр и Евгения Клокова оперировали бездомных собак и кошек. Всю организацию акции взяла на себя небольшая, но результативная волонтерская команда. В 2024 году благотворительная организация «Добрый город» и администрация Сухума провели 6 бесплатных акций по стерилизации бездомных животных. За год удалось прооперировать 634 особи, что, по словам волонтеров, позволило значительно сократить популяцию безнадзорных животных на улицах столицы. По итогам этого года и по статистике, как утверждают волонтеры, уменьшилось количество выброшенных щенков на рынке, на берегу. Это все видят дети. Команда «Доброго города» благодарит администрацию города Сухуму, благоустройство, которые на протяжении 2 дней сотрудничают вместе с нами, помогают отлавливать безнадзорных животных волонтерам, доставлять их на стерилизацию, что очень важно, потому что очень часто жалобы поступают именно от населения. Завершаем 2024 год. Мы очень хорошие цифры. Это порядка 600 простерилизованных животных. На будущий год мы также надеемся на поддержку администрации города Сухум и всех необходимых ведомств, которые нам оказывают поддержку. Хозяйка бывшей бездомной собаки Рады Елена Кузнецова отметила, что такие акции по стерилизации просто необходимы. Ведь только так можно и нужно гуманным способом сократить популяцию безнадзорных животных. Мы просто объездили везде, средств таких нету, чтобы сделать платно, не очень дешево, поэтому сюда пришли. Очень важно, потому что здесь очень много собачек, очень много. Это акция, которая помогает и животным, и людям, чтобы не было вот этого безумство, которое нечеловечность, я считаю, что когда собаки просто их, и они дерутся, и все происходит. Особенно, когда девочка, а за ней целая стая этих собачек, и жалко. Эта акция по стерилизации была последней в уходящем 2024 году. Она побила предыдущие рекорды. 184 собак и кошек были простерилизованы и отданы хозяевам. Некоторые выпущены в привычной среде обитания. Как отметили ветеринарные врачи, после операции животное не может иметь потомства, характер становится покладистее, а также стерилизация – это профилактика ряда болезней, в том числе онкологических. Анастасия Никонова, Марьяна Кутова, Абаза ТВ. Сейчас о погоде. В четверг
четверг, 12 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, в горах снег. Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 3 до 8, днем от 5 до 10 градусов. Температура морской воды 13 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное. Относительная влажность воздуха от 70 до 90%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.